Правительство Абхазии на 50% увеличит расходы на государственную целевую программу «Жилище» в 2023 году. Об этом на заседании Кабмина Республики рассказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представляя проект республиканского бюджета на следующий год. Как это удалось и какой эффект ожидать, об этом будем говорить с начальником правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Ромео сегодня у нас в студии. Приветствую вас. Итак, для начала, наверное, есть смысл подвести итоги, как была реализована программа в этом году. Какие итоги вы могли бы нам представить? 25 октября текущего года было завершающее заседание Межведомственной исполнительно-распределительной комиссии по данной жилищной программе. В итоге на этот год рассмотрено 95 заявлений по основным категориям, которые прописаны в самой программе. Это инвалиды первой группы, в том числе и инвалиды войны Отечественного народа Абхазии, дети, инвалиды или инвалид детства, многодетные семьи, 5 и более детей у кого, а также семьи погибшие и сироты. Вот данной категории в этом году были рассмотрены заявления. Из 95, значит, 51 заявление одобрено с последующим выделением финансовых средств на приобретение жилплощади. 32 заявления у нас отказ. То есть критериям не соответствует? Да, по критериям не соответствует. Данные критерии прописаны в самой программе. Вот. И 11 заявлений у нас на доработке находятся. То есть они были рассмотрены, но у комиссии возникли определенные вопросы. Их необходимо доработать, то есть соответствующими документами подтвердить определенные факты. А вот те, кого уже одобрили, они уже получили эту помощь финансовую? Да, уже около 20 миллионов на сумму, на 20 миллионов уже приобрели, то есть на этот год, которые были предусмотрены. Самой комиссии 40 миллионов, которые были выделены на 2022 год, они полностью реализованы, то есть комиссия и программа они исполнили, то есть весь свой бюджет. Теперь уже те граждане, кому одобрили, то есть заявители наши по программе, они уже подыскивают себе подходящее жилье в рамках тех финансовых средств, которые были им выделены. До какого времени, вот у них есть время, да, найти жилье? Это до конца года должны быть? Нет, у нас таких ограничений нет, да, государство. Эта программа, она предназначена для оказания помощи, то есть самым уязвимым и самым незащищенным слоем населения, то есть тех категорий там прописаны, и государство их не ограничивает в плане там, во времени, то есть средства выделены, теперь уже сам заявитель вправе, то есть у него есть время, он ищет, находит подходящую жилплощадь и уже оплачивается, естественно. Допустим, деньги, потратят не туда, куда нужно. Как вы отслеживаете, чтобы они покупали именно жилье, чтобы это жилье впоследствии не было продано, или вот чтобы вот таких не было моментов? Механизм в программе он проработан, и ответственный орган, то есть Министерство соцобеспечения, то есть ведет контроль в этом отношении. Но, естественно, программа, да, комиссия, когда выдает средства, эти средства не выдаются на руки. То есть их невозможно просто прийти в банк и каким-то образом их обналичить. Там есть процедура, то есть когда мы проплачиваем только в том случае, когда соответствующими документами удостоверяемся то, что наш заявитель стал собственником и приобрел жилплощадь. То есть происходит договор купли-продажи, все соответствующие документы, мы это все, значит, фиксируем, да, все данный момент, и после мы уже оплачиваем продавцу. То есть мы нашему заявителю, то есть по программе мы не выдаем каких-то средств, то есть и не переводим даже на его счета, то есть мы переводим на счета продавцов. Хорошо, если у вот этого владельца нового жилья, вот, который льготник, получил от вас вот эту помощь, может ли он продать это жилье? Мы потом, после того, как завершается программа, то есть на текущий год, мы все данные заявителей, которые приобрели жилплощадь, мы их передаем Министерству юстиции для регистрации о том, что государством данному заявителю было выделено определенная жилплощадь. То есть финансовое приобретение. То есть собственником он является? Он является собственником. Не государство, а он, приобретая жилье? Да, приобретая, естественно, он собственник. Сейчас говорить прям о том, что запрет на продажу, к сожалению, мы поставить ему,
таких возможностей на сегодняшний день нет. Но мы отправляем соответствующие письма в местные органы по администрациям, то есть там БТИ, ЖУ и так далее, информируем их о том, что в случае обращения граждан, да, о продаже той недвижимости, да, той жилой площади, которая предоставлена была с помощью государства, информируют нас. У нас по программе прописан пункт, в каких случаях заявитель вправе продать ту жилую площадь, которая была выделена с помощью с помощью государственной финансовой помощи. Это если он улучшает свои жилищные условия. То есть, там, к примеру, скажем, если он приобрел... Что-то лучше заработал денег. Да, то есть улучшает свои жилищные условия или расширяется, то есть у него эта возможность появилась, то он вправе, конечно, это сделать. А у нас задача программы — это обеспечить жилплощадью, а не там, с целью какой-то дальше ее реализации и так далее. В прошлом году 40 миллионов. В будущем планируется выделить на это 80 миллионов в 2023 году. Как вы думаете, какие возможности появятся у программы? Те же критерии или будет изменен подход? За то время существования данной программы, например, мы в 2021 году рассмотрели 50 заявлений за финансирование программы, также было 40 миллионов. В этом году также 40 миллионов было финансировано данной программы, рассмотрели 51 заявление, одобрено. Это все желающие или вы выбрали из общего перечня? Это у нас идет реестр регистрации, в порядке очереди, именно тех категорий, которые я ранее перечислил. То есть мы начинаем с самых наиболее сложных категорий той жизненной ситуации, которая сегодня находится. Это те категории, которые ранее были. У нас на сегодняшний день очень много заявлений, у кого 4 детей, у кого 3 детей. То есть там... Тоже плохие жилищные условия, то есть, но... Что касаемо именно по категориям детей, многодетности, мы, естественно, рассматриваем от наиболее количества детей, у кого больше. То есть мы даже за 2 года мы не дошли даже до категории 4 детей. Но мы планируем в 2023 году уже перейти к данной категории ввиду того, что за 2 года, то есть объем работы проделан, то есть заявление много обработано и рассмотрено. То есть на сегодняшний день, в принципе, можно сказать, из имеющихся у нас заявлений, поданных к нам, то есть мы на 70-75% уже самых наиболее уязвимых слоев населения, да, эту категорию мы, в принципе, рассмотрели. Да, у нас есть в остатке, но мы планируем с помощью увеличения финансовых средств, то есть мы планируем на 2023 год уже не 40 миллионов, а 60 миллионов. И программу также продлить на 3 года. Потому что действие данной программы, оно в этом году, по указу президента было действовало только на этот год. То есть со следующего года будет утверждена данная программа также по указу президента, и все проекты будут, естественно, представлены, и уже на 3 года. А какое общее количество обращений? Сейчас у вас, вы какую-то часть рассмотрели, сказали 50-70% это наиболее уязвимые категории. Да, но у нас общее количество и тех категорий, которые у нас по программе попадают. Но тут есть один момент такой. В 2019 году у нас еще заявление с 2019 года той категории, которой сегодня в данной программе нет. Это у кого там 1 ребенок, 2, или молодые просто семьи. То есть если данное заявление если не учитывать, то из 5 категорий, которые сегодня программа оказывает помощь, с учетом того, что с 2021 года мы рассмотрели и одобрили уже 101 заявление, одобрено за 2 года, отказано также уже около 70 заявлений, то около более 300 заявлений у нас, 300-400 где-то заявлений у нас еще есть. Еще это те категории, которые в программу включены. Максимальный размер помощи не превышает 1 миллион рублей. Будут ли пересмотрены параметры этой программы в связи с учетом роста цен, недвижимости в целом? Мы в программу внесли определенные изменения, и в том числе и финансовой части, то есть программа на согласование, пока ждем еще результатов. Мы там изменили минимальный размер и максимальный, с учетом инфляции и так далее, и ростом цен, на жилплощадь в Абхазии, но там не более 200 тысяч, то есть максимальный размер. Возможно, разница, если программа будет утверждена. Если утвердят его в той форме, которую мы представили, то
увеличение составит не более 200. То есть это минимальный размер. Как мы сегодня планируем, это около 700, максимально 1 200 000. И есть ли какие-то ограничения по покупке жилья там, в определенной территории? Обязаны ли вот те, кто к вам обращаются, купить там в каком-то районе или по их усмотрению? Заявитель имеет право на территории Республики Абхазия, то есть везде приобрести. Но просто в программе у нас прописаны пункты, где учитывается последние 5 лет постоянное место его жительства. То есть мы не хотим из этой программы сделать внутреннюю какую-то миграцию, да, вот все... В столицу. Да, все в один город, и все уедут с деревень, да, там, с других районов, потому что по критериям подходят, есть возможность. То есть, в принципе, вот 22 год какую-то тенденцию показал, что люди уже не особо не в Сухум, то есть люди, которые с города приобретают деревню жилплощадь и уезжают туда, то есть такие... Ну и по сумме тоже, наверное, сложно за 1 миллион подходящее жилье в столице приобрести. Да, мы при увеличении тоже об этом... Этот фактор тоже учитывали, то, что за такую сумму, то есть прям все, конечно, в Сухумах тяжело, но безвозмездная финансовая помощь на приобретение жилплощади, то есть для них это существенная поддержка. Ну вы как оцениваете вообще программу, ее итоги? Насколько она важна, необходима этим людям? Вы же общаетесь с ними непосредственно после того, как они уже приобрели это жилье. Ну, да, после с ними общаться со всеми на сегодня легко, когда им приобрели. После одобрения, конечно, этот момент, то есть видеть их радостные лица, это, конечно, очень приятно. Но сам факт в том, что данная программа на самом деле необходима ввиду наличия данной проблемы, то есть она очень остро стоит, а вот на наш взгляд, к нам очень многие обращаются, ежедневно прием граждан происходит. И, конечно, многие недовольны тем, что почему они 2-3 года ждут, почему до их категории не доходит. Но, опять-таки, это все в зависимости от тех средств, которые в программе предусмотрены. То есть их мало на сегодняшний день, конечно, чтобы весь аспект покрыть, да, у всех необходимо. Но вот за счет чего, да, вот мы предусмотрели увеличение, то есть мы также исходим из возможностей нашего государства, да, вот из тех средств, которые мы сегодня имеем. Так, к сожалению... Конечно, будет возможность увеличить... Расширена будет программа. Но я знаю людей, которые снимают жилье, вот они с радостью говорят, мы бы с удовольствием в этой программе поучаствовали с возможностью вот частичного погашения этого долга. Не на безвозмездную помощь они рассчитывают, а вот если бы эти деньги были бы все-таки возвратные, и большему количеству можно было бы помочь. Или сделать часть программы, выделить часть средств на финансирование вот таких проектов? Ну, у нас такой опыт был в 2019 году, но мы ушли от критерий частично возвратно ввиду того, что именно та категория, которая наиболее сегодня, да, вот сложная, уязвимая, а вот этих заявлений у нас стало очень много. И, естественно, они не в состоянии возвращать те средства, да. И было принято решение об объединении данной программы, ее безвозмездно, ввиду того, что сперва вот на первом этапе, да, нужно будет оказать помощь именно вот данной категории граждан, а потом уже просто у нас пока, к сожалению, других средств нет и неоткуда изыскать средства, чтобы разработать еще аналогичную программу и оказывать вот ту помощь, о которой вы сейчас говорите, то есть частичного возврата, беспоцентного и так далее. То есть мои действия той программы было приостановлено, это ввиду того, что у нас заявлений просто очень много тех категорий. А вот те льготники, которые сейчас могут получить помощь, он не должен, то есть быть обладателем какой-то собственности. Это один из критериев. Это один и самый основной критерий, то есть на момент подачи заявления заявитель не должен обладать жилплощадью, и ранее он не должен был ее обладать. То есть, допустим, вот этот момент интересовал, а вдруг человек узнает о программе, выпишется, там, не знаю, за полгода выписался, оформил документы, инвалидность, 5 детей. Да, конечно, такие моменты, такие факты имели свое место, конечно. Но мы отправляем соответствующие запросы, то есть у нас есть перечень необходимых документов, и где мы видим, что ранее у человека была жилплощадь. Если он на момент подачи решил там не быть собственником, там переоформил его или и так далее, то это как бы не тот фактор, который ему может там оказать там помощь в том, что он ему выделит. Нет, мы узнаем, да, у кого-то там 10 лет назад была жилплощадь, естественно, такие заявители у нас получают решение с отказом регистрации.
Ну вот, чтобы наши слушатели тоже до конца понимали, о чем мы говорим, да, собственник — это владелец жилья. Если ты даже прописан в квартире у сестры, у брата, у тещи... Прописка нет. Прописка, естественно, она не подтверждает факт собственности. То есть прописано можно быть где угодно, у кого угодно и так далее. Просто мы по прописке мы проверяем акты жилищных условий. То есть вот данные факты. А так, в принципе, прописка для заявителя нашего, То есть такие люди все-таки могут претендовать, и не просто он не должен быть, главное, собственником. Собственником и ранее у него также не должно быть собственником. Какой срок он не должен быть обладателем собственности, чтобы претендовать? На весь промежуток, то есть у нас нет ограничений 5 лет назад, 10 лет назад или 15 лет назад. То есть мы сегодня те ведомства, где происходит регистрация, да, собственности и так далее, насколько у них сегодня база сохранилась, и оно есть, то есть мы отправляем запросы и получаем, то есть промежуток. А если это погорельцы, вот дотла сгорел дом? И у нас предусмотрено в программе также аварийная жилплощадь, когда вот бывает у людей аварийная, то есть есть заключение соответствующих органов, что дом аварийный, невозможно там проживать и так далее. Но в программе предусмотрено с условием сдачи данной жилплощади в государство, то есть он передает свою собственность государству, то он имеет право стать участником программы. То есть в таких случаях, да. В том числе и погорельцы также. А какие исключения еще предусмотрены вами? Может быть, помимо основных критериев, есть какие-то исключительные ситуации, в которых вы могли бы пойти навстречу? Нет, у нас все исключительные критерии, да, возможно, они все прописаны программой, чтобы именно сама программа, то есть производила отбор. То есть сегодня отбор, в принципе, сама программа, то есть человеческий фактор, чтобы не влиял, да, вот на решение каких-либо определенных вопросов данной программы. То есть там все четко прописано, указаны пункты, указаны категории, то есть невозможно принять другую категорию, которая не прописана в программе, и невозможно одобрить или отказать, если это в программе также не прописано. Ромео, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Благодарю вас. А нашим слушателям я напомню, с начальником правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия говорили об увеличении расходов на государственную целевую программу «Жилище» в 2023 году, как это удалось и эффекте этой программы.